Конкуренция на рынке телекоммуникаций растет. Тому свидетельство различные акции от его участников. К примеру, ведущий оператор связи компания «Казахтелеком» этим летом снизила тарифы на звонки в страны СНГ и дальнего зарубежья, отменила дифференциацию тарифов между физическими и юридическими лицами и сразу запустила акцию для своих абонентов. Насколько хороши комплексные меры в борьбе за лояльность клиентов, выяснял наш корреспондент. Казахтелеком снизил тарифы на звонки в страны СНГ и дальнего зарубежья 1 июля, перестав делить абонентов на физических и юридических лиц. 4-й месяц подряд самых активных участников специальной акции под названием «Генерируй трафик» приглашают в алматинский ID-центр сказать спасибо и вручить памятные подарки. Уже как-то лет 5, наверное, являюсь абонентом Казахтелеком, если не больше даже. Подзвонил с мобильного телефона, с карточек. Качество звука не очень пропадает, а с Казахтелекома как-то и быстро, и качество звука очень хорошее, без помех всяких. После церемонии награждения состоялась экскурсия по ID-центру с демонстрацией новых возможностей Казахтелекома. Все помещение поделено на 4 функциональных сегмента – офис, дом, интернет-кафе и медиастена. Как нас видно, слышно? Хорошо вас видно и слышно. Как у вас погода в Астане? Прохладно. Это беспроводной радиомодем. Он позволяет совершать видеозвонки и передавать голосовые сообщения. Помимо этой новинки, интеллектуальный офис оснащен телефонией и интернетом. А вот модернизация телевещания обрадует самых занятых телезрителей. Услуга интерактивного телевидения, она отличается от услуг кабельных операторов города нашего тем, что у нас есть такие возможности, как отложенный просмотр и видео по запросу. Однако самой популярной услугой Казахтелекома является широкополосный доступ в интернет. Количество пользователей в Алматы уже превысило 162 тысячи человек. Анна Данченко, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал.